Вы уже вошли в кадровый лифт и нажали большую красную кнопку. Так к участникам полуфинала обращается бывший полпред президента в Северо-Западном округе, а ныне в Рио губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Как гостеприимный хозяин города на Неве, от которого представлено еще и максимальное количество участников на конкурс, он откровенно говорит о личном опыте. Был 2004 год, то было очень сложно решать вопросы. И нужно было собрать команду, которая бы начала бы синхронно работать не только на своем участке, но и вместе. Не конкурировать, не интриговать друг с другом, а решать конкретную задачу. Здесь все как один уверяют, пришло время воспитывать новое поколение лидеров, управленцев и новое мышление. Учить их и помогать. Просто знаний уже недостаточно. Важно уметь притворять их в жизнь. Но индивидуальное внимание и преемственность – это время, которого, конечно, нет. Поэтому и конкуренция за него получается невероятная. Для чего проводится это социальный риск или карьерный риск? Мы подменяем цель средства. В чем это заключается? Наверное, цель у всех присутствующих сделать нашу страну лучше. Причем главная задача конкурса, как поясняет руководитель всего проекта «Лидеры», выбрать не лучшего, а чтобы каждый получил обратную связь и понял, что можно сделать лучше, какие способности развивать и чему учиться дальше. Могу сказать, что уровень участников в Северо-Западном округе очень высокий. Я об этом говорил во время открытия. Это действительно очень хорошие цифры, хорошие показатели по уровню прохождения всех тестов, всех тех испытаний, которые есть. И мне бы очень не хотелось выделять какие-то отдельные республики, отдельные города, потому что, вот правда, все участники, с которыми мне приходилось сталкиваться, они талантливые, способные, и я в них очень верю. В этом году конкурс претерпел важные изменения. Все началось с дистанционного этапа. Поменялись местами вопросы гуманитарного толка с техническими. Расширились задания на выход из нестандартных ситуаций. А еще появился ретест. Когда человеку нужно подтвердить очно под наблюдением администраторов свои результаты по тесту, потому что это в том числе обеспечивает справедливый отбор. Кто-то может решать сам, кто-то вдруг иногда может пользоваться помощником, а в результате в полуфинале должны быть люди, которые этого достойны. Вся эта методология отбора чисто отечественная разработка. На Западе есть бизнес-школы, которые учат инициативности и развивают таланты. В России же считают, лидером может стать каждый. И самым низовым уровнем называют ТОСы, где желание отдельного человека сделать двор или поселок лучше и краше сплачивает массы. В лидерство входят вот эти 4 очень простых понятия. Первое – это импульс, то есть вы внезапно понимаете «имею права». Второе – это видение. Это вообще, я считаю, что признак профпригодности лидера, вообще умение видеть будущего. Достоверно, детально, очень четко. Третье – это команда. То есть лидерство одиночное тоже бывает, но фундаментально лидерство – это способность сделать так, чтобы другие люди делали то, что, в общем, вам надо, и при этом были счастливы. Ведущий специалист в нашей стране в области стратегического мышления и самооценки Андрей Шишаков указывает, многое зависит от того, какие качества закладываются в детстве. Потому что все дети, по сути, рождаются лидерами и остаются ими до того момента, пока им не сказали, что они не очень. Вот почему так важно и защищать самооценку детей, и менять отношение к собственной ценности. Для того, чтобы оценка была не ради оценки, мы в любом случае вносим туда развивающий компонент, который важен для людей тоже. И поэтому есть мастер-классы, где люди, умудренные опытом и успешные, они делятся какими-то своими мыслями и своими знаниями. 370 лучших из лучших, было 400. Кто-то либо не прошел очный ретест, либо просто не доехал. Как в случае с супругой сыктывкарца Дмитрия Ильина. Она могла быть 5-й полуфиналисткой из Коми. В любом случае, этот опыт, эти знакомства, это общение, да, оно мне пригодится. И уже со многими мы сдружились, обменялись контактами, да, и готовы в дальнейшем контактировать. Фактически ты здесь за двоих, ты представляешь супругу, которая не приехала, она тоже попала в полуфинал. Она сейчас наверняка держит. Да. Мы с утра с ней созванивались перед началом всех мероприятий. Она сказала, все, сильно переживаю, все, что знаю я мысленно передаю тебе.
И хотя до финала претенденты из Коми в этом году снова не дошли, многие все равно выразили готовность выполнить последнюю часть практического задания – реализовать социальный проект, потому что можно быть жестким и требовательным, но нельзя быть бесчеловечным. Мой социальный проект будет проводиться в городе Сыктывкар. Он будет направлен на такое социальное слой населения, как люди пенсионного возраста, с целью занятия этих людей, с целью доведения до этих людей пропаганды здорового образа жизни, доведения до них информации, о чем можно заняться в свободное для них время и, соответственно, сделать этот проект как бы циклом мероприятий, в дальнейшем с подачей на президентский грант, ну или грант какого-то другого там мероприятия социального. Ну а для кого конкурс этого года закончился, организаторы призывают не расслабляться, ведь опять же многое можно сделать за его рамками. Доказать свою работоспособность, проверить полученные знания на практике, а еще полпредства ставит некоторые регионы в пример по инновациям подбора кадров. Этакие проекты «Мини-лидеры» уже начали работу в Пскове, Петрозаводске и Санкт-Петербурге. При такой административной поддержке каждый может оказаться в команде, только лишь доказав, на что способен. Роман Истомин, телеканал «Юрган», Санкт-Петербург.